Здравствуйте! Сегодня 19 ноября, четверг. Это значит, что у нас очередной брифинг по коронавирусной ситуации. Сегодня у нас принимает участие заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хайртинов и главный врач Верхнеаркиевской центральной районной больницы Гатауллина Разида Халиловна. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан, передаем слово Рамилю Назимовичу Хайртинову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19, на 19 ноября в регионе зафиксирован 12 809 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 125 случаев. На сегодняшний день лечение получает 1463 человека. Из них 356 человек в стационарах республики и 1107 находятся на амбулаторном лечении с легкой формой заболевания. За сутки выписано 84 пациента. Всего за период пандемии выздоровели 11 275 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Число умерших составляет всего 71 человек. Рамиль Назимович, как известно, 16 ноября глава республики подписал распоряжение о создании ситуационного антиковидного центра. Ознакомьте, пожалуйста, что это за центр, чем он занимается. Действительно, 16 ноября в республике начал работать ситуационный антиковидный центр. Его возглавила депутат Госсобрания Республики Башкортостан Римма Утяшева. Центр находится в здании Конгресс-холла Таратау. Создан он для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. Центр позволяет увеличить количество принятых звонков со всей республики, более оперативно обслуживать обращения граждан, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Здесь жители смогут получить дистанционные консультации по лечению от коронавируса, уточнить порядок получения бесплатных лекарств, задать другие вопросы. Специалисты центра также готовы оказать помощь в оформлении листков нетрудоспособности или в госпитализации по медицинским показаниям. Также они проконсультируют по теме обращения, зададут уточняющие вопросы и при необходимости переведут на специалиста медицинской организации. Контакты жителя и его обращения сохраняются для дальнейшей связи и контроля решения вопроса. Режим работы центра с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Номер един для всех районов республики 8 347 218 19 19. А теперь передаем слово Разиде Халиловне. Расскажите, пожалуйста, об общей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в районе. Добрый день, уважаемые илишевцы. По состоянию на 19 ноября 2020 года в Илишевском районе с нарастающим итогом всего 176 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 150 человек, что составляет 85,2%. На сегодняшний день 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией получают стационарное лечение в госпитале, 3 пациента получают лечение с оформлением стационар на дому, 20 – амбулаторное лечение. Всего взято за весь период пандемии 6795 проб на ПЦР. Готовых результатов 6247 на сегодняшний день. 548 проб находятся в работе. Вот такой вопрос. Привлечены ли к работе в нашей больнице студенты Башкирского государственного медицинского университета? Какую функцию они выполняют? Да, привлечены студенты БГМУ, они привлечены в целях улучшения доступности оказания медицинской помощи. Мы привлекаем клинических ординаторов и студентов Башкирского государственного медицинского университета. На сегодняшний день у нас работают 10 клинических ординаторов, и они работают в качестве стажеров терапевтического профиля, и 2 студента БГМУ в качестве среднего медицинского персонала, имеют обучение и сертификат на медицинских сестер.
Они трудоустроены в инфекционный госпиталь и в поликлинику. Кроме этого, мы привлекаем студентов медицинских колледжей в качестве помощников среднего медицинского персонала для работы на фильтр-постах. Является ли анализ ИФА аналогом ПЦР-теста? Равнозначны ли их результаты для выявления коронавируса? И ПЦР-тест, и иммуноферментный анализ позволяют диагностировать коронавирусную инфекцию. Это два разных метода диагностики. ПЦР-тест позволяет выявить сам вирус в организме человека, и является, здесь основным видом является забор мазка из ротоглотки и носоглотки. А при иммуноферментном анализе определяются антитела к вирусу в крови человека. Оба метода позволяют диагностировать, но иммуноферментный анализ, в частности, он уже используется для установления факта перенесенной ранее инфекции при обследовании групп риска и проведения массового обследования населения для оценки уровня популяционного иммунитета, а также для отбора потенциальных доноров иммунокомпетентной плазмы. ПЦР-тесты мы используем для первичной диагностики больных коронавирусной инфекцией. Теперь переходим к вопросам, поступившим через социальные сети. Как осуществляется амбулаторное сопровождение постковидных пациентов, выписанных домой? После выписки пациентов из инфекционных госпиталей участковые терапевты поликлиники оповещаются о выписанных пациентах. Стационар передает в поликлинику список выписанных пациентов. И в зависимости от состояния пациента участковый врач принимает решение об амбулаторном долечивании, в том числе оформлении стационара на дому или амбулаторное наблюдение. Также при необходимости продолжаются листки нетрудоспособности. Возможно повторное взятие биоматериала на исследование коронавирусной инфекции. Это происходит в тех случаях, если пациент находился на стационарном лечении уже с лабораторно подтвержденной формой коронавирусной инфекции, и повторно проводится забор дважды через день максимум до достижения отрицательных проб ПЦР-теста. Понятно. Идем дальше. Как в аптеке купить антибиотики без рецепта, если назначение врачом сделано по телефону? Первоначально пациент все-таки должен быть осмотрен медицинским работником. Это фельдшер или врач неотложного кабинета, или дежурный врач приемного покоя. По назначению медицинского работника при необходимости проводится рентген-исследование легких. COVID-19 – это вирусная инфекция, поэтому в начале заболевания назначается в первую очередь противовирусная терапия. Антибиотики к лечению добавляются при присоединении бактериальной инфекции. Антибиотики надо получать только по решению медицинского работника с выпиской рецепта. Самолечением заниматься нельзя. Это может привести к формированию устойчивости бактерий к этим препаратам. И в дальнейшем эти препараты при вашем лечении могут быть неэффективными. С сегодняшнего дня в поликлинике ЦРБ организован колл-центр, в котором сидят сотрудники, средний медицинский персонал. Они занимаются обзвоном телефонным состояния пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении и на лечении в стационаре на дому с коронавирусной инфекцией, с пневмониями и с ОРВИ. Данные списки формируются из наших же амбулаторных карт, централизованно министерством предоставляются нам для того, чтобы мы могли не упустить никого из наших пациентов и узнать их состояние ежедневно, как развивается их заболевание. Поэтому эта работа сейчас тоже начинается, мы хотели ее до вас довести. Будут ли у нас выдавать препараты от коронавируса тем, кто лечится на дому? И началось ли бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами? Будут выдаваться для амбулаторного лечения. Сейчас Министерством здравоохранения Республики началась поэтапная поставка лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Именно для амбулаторного этапа лечения. Начиная с этой недели уже планируется раздача поступивших лекарственных препаратов. В настоящее время часть препаратов поступила в ЦРБ, часть мы ожидаем поступления на следующей неделе. Уже формируются комплекты
препаратов для лечения коронавирусной инфекции в зависимости от тяжести течения заболевания. Это 3 вида: легкое течение, средней степени тяжести течения без пневмонии и средней степени тяжести течения с пневмонией. Эти пакеты в зависимости от состояния пациента будут уже врачом, который наблюдает пациента, передаваться ему в руки, по его назначению приниматься. На сегодня вопросы закончились. Напоминаем, телефонные горячие линии, сейчас вы видите их на экране. Позвонив по ним, вы можете получить ответы на волнующие вас вопросы. Уважаемые лишевцы, на этом наш брифинг завершается. Встретимся с вами в следующий четверг в 15:00. Всего вам хорошего, не болейте, берегите себя.